А сейчас мы с моими коллегами проведем обзор экономических, мировых, спортивных и других событий, которыми запомнилась первая половина дня. Что касается валютного рынка, итак, на сегодняшний день курс рубля, установленный Центробанком, по отношению к доллару составляет 66 рублей и 91 копейку. За евро просят 73 рубля и 20 копеек. Что касается обмена в Якутске, то на данный момент выгоднее всего американский доллар покупают в Восточном банке за 66 рублей и 60 копеек, а продают АТБ за 66,97. По евро предложение по обеим позициям у того же Восточного банка покупает за 73,10, а продает за 73,55. Данные предоставлены сайтом banki.ru. И главная тема этой недели – 5-й Восточный экономический форум, который сегодня стартовал во Владивостоке. Наш регион активно принимает участие в его работе от выставки улицы Дальнего Востока и до площадок по инвестиционному развитию. И как раз об официальной части и о конкретных соглашениях с нашим регионом готов рассказать мой коллега Иван Лазаренко, который сейчас вышел на прямую связь со студией из Владивостока. Иван, здравствуй, ждем подробностей. Василий, приветствую. Мы сейчас находимся на одной из центральных площадок 5-го Восточного экономического форума, где проходят основные встречи, подписания соглашений, меморандумов о сотрудничестве. Также на месте, где регионы представляют свои программы. Немного о форуме. Он проводится уже в 5-й раз и с каждым годом ставит новые рекорды по количеству и географии участников. Так, если в прошлом году было зарегистрировано 6002 делегата из более чем 60 стран мира, то в этом году эти цифры должны приблизиться к отметке 8200 участников из более чем 80 стран мира. Что касается работы делегации Республики Саха-Якутия, то, как и ожидалось, программа очень насыщенная. Сейчас завершается первая половина дня, первого рабочего дня. И на текущий момент было подписано уже несколько очень важных соглашений. Буквально 20 минут назад глава республики закончил презентацию инвестиционного потенциала нашей республики. Что касается подписанных соглашений, то с раннего утра было подписано соглашение с корпорацией «Русгидро», но главная цель которого – это создание единого теплового предприятия на территории республики. Также подписали меморандум о сотрудничестве с японскими инвесторами корпорации «Хоккайдо Корпорейшн» по поводу строительства мусороперерабатывающего завода на территории города Якутска, а также два соглашения, касающиеся аэропорта Якутска. Это реконструкция взлетно-посадочной полосы и модернизация международного терминала. Ну а что касается презентации инвестиционного потенциала нашей республики, выступление А.С.Н. Николаева было очень тепло встречено с зрителями, очень много аплодировали. Была представлена инвестиционная команда, которая отвечает за продвижение инвестиций в наш регион. И краткие итоги были подведены, даны векторы, по которым республика будет двигаться далее. И, соответственно, после обеда работа нашей делегации обязательно продолжится, о чем мы будем обязательно рассказывать во время прямых включений. Василий, тебе слово. Да, Иван, спасибо за информацию. А я напомню нашим телезрителям, что Восточный экономический форум прямиком из Владивостока освещает мой коллега Иван Лазаренко. Об инвестиционном потенциале, ключевых проектах и новых инициативах, в частности Якутии, расскажет моя коллега Нургуяна Иванова в обзоре экономических событий этой недели. Нургуяна, здравствуй. Давай начнем с того, какие проекты Якутия представляет на Восточном экономическом форуме. Да, Василий, регион уже представил проекты по строительству автодорожного моста через реку Лена, строительство круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда» и модернизацию Жатайской судоверфи. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Дальневосточный фонд высоких технологий планирует до конца года довести свой инвестиционный портфель до 1 миллиарда рублей, вложив средства в развитие альтернативной энергетики, робототехники и технологий хранения энергии. Фонд уже проинвестировал в 3 проекта около 400 миллионов рублей и до конца года планирует расширить свой портфель до 5-6 компаний. Отмечу, что Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока, Роснано и РВК по поручению президента России. Фонд инвестирует в интеллектуальное программное обеспечение и промышленный интернет вещей, а также альтернативную энергетику и хранение энергии, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса.
Российско-японский инвестиционный фонд за время своего существования смог привлечь 16 инвесторов из Японии, с которыми были подписаны соответствующие контракты. Об этом на полях ВЭФ заявил председатель Совета директоров Государственного японского банка для экономического сотрудничества Тадаси Маэда. По его словам, Дальний Восток за последние годы обрел большой потенциал, который позволяет ему стать главным российским узлом для развития торговли с азиатским регионом. Также он отметил, что фонд в рамках ВЭФ подпишет договор с Внешэкономбанком о финансировании строительства тепличных хозяйств Якутии. Речь идет о строительстве третьей очереди тепличного хозяйства «Саюри». Проект предполагает использование природного газа в теплицах для того, чтобы выращивать свежие овощи. Японский банк предоставит кредитную линию для Внешэкономбанка, а потом он переведет эти деньги в рубли. Как ожидается, проект завершится к 2020 году. Дальневосточный федеральный университет организует подготовку кадров для угледобывающей компании «Колмар», которая является резидентом территории опережающего развития Южная Якутия. Соответствующее соглашение между вузом, компанией и агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке стороны подписали на полях Восточного экономического форума. Документ открывает новые возможности. Это эффективная совместная работа по развитию кадрового потенциала, совершенствованию практикой ориентированной подготовки и повышению квалификации специалистов, нацеленная на успешную реализацию важнейших проектов угольной отрасли. Отметим, что «Колмар» планирует создать в регионе до 8 тысяч рабочих мест к началу 2021 года. Также в первый день ВЭФ компания «Колмар» и правительство Якутии подписали соглашение о сотрудничестве для развития социальной инфраструктуры в городе Нерюнгри. Отмечается, что компания рассмотрит вопрос строительства жилого фонда, а правительство региона займется решением вопроса строительства детских садов и школ. Также стороны будут проводить работу по привлечению средств из федерального бюджета для строительства инженерной инфраструктуры и расширения возможностей арендного жилья. Республики Саха-Якутия одним из первых регионов Дальнего Востока приступила к реализации проектов в территориях опережающего развития. Для нас этот инструмент, который был запущен по поручению президента страны еще в 2015 году, является ключевым для развития экономики, и мы уже сейчас видим ощутимый экономический эффект от его задействования. В частности, он заключается в том, что за это время резидентами территории опережающего развития, а их 29 сегодня в республике, создано более 5000 рабочих мест. В целом, участие Якутии на форуме – это не только узнаваемость республики, но и конкретная мера для привлечения инвестиций. Об этом сказал заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. По его словам, Якутия является одним из ключевых игроков сырьевой экономики, но и также осваивает сферу IT. Крупные отраслевые мероприятия, международные мероприятия. Это не только узнаваемость республики, но это и конкретные меры, направленные на увеличение количества прямых инвестиций, на увеличение количества открываемых предприятий на территории республики и участие республики в ассоциации для того, чтобы мы проводили интересную для нас политику в отдельных отраслях, что тоже очень важно, потому что республика является одним из ключевых игроков, как минимум в сырьевых видах деятельности, но также наш растущий вес и значение в инновационных, высокотехнологических отраслях диктует необходимость нашего участия в таких мероприятиях. Поэтому данный партнер создаст те необходимые условия для того, чтобы мы такую работу развивали. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за работой Восточного экономического форума. Василий, тебе слово. Да, Нюргуяна, спасибо. А я напомню, что экономическую ситуацию в стране для нас осветила моя коллега Нюргуяна Иванова. Актуальная информация из мира финансов в следующем выпуске. Тем временем в регионе план по завозу грузов выполнен на 77%. До завершения навигации осталось чуть больше месяца. Сейчас суда находятся с неполной загрузкой. По словам специалистов, период маловодья в Якутии наблюдается с 2013 года. И в текущем году ситуация только усугубилась. Уровни падают и на других реках. Это связывают с малым количеством осадков. И похожая ситуация наблюдается также в Устьянском районе.
Есть сегодня вопросы, которые мы должны проконтролировать. Это завоз авиакеросина на якутскую нефтебазу. Мы подготовили для приема, и прием уже судов идет с Покровской нефтебазы, и производим автоперевозки до якутской нефтебазы. Но углубительно работы начнем с начала следующей недели по подходу на якутскую нефтебазу. Там 2,5 километра нужно будет отработать. К другим темам. Во вторник огласили первые приговоры фигурантам так называемого московского дела. Этот процесс начался после масштабных задержаний оппозиционеров и демонстрантов, участвовавших в летних протестах. В столичных судах решилась их судьба: демонстрации и марши. Прогулки идут в Москве с середины июля. Активисты недовольны тем, что большинство оппозиционеров не допустили до участия в выборах в Мосгордуму. Крупнейший митинг собрал порядка 60 тысяч человек. Большинство акций были жестко разогнаны полицией. В общей сложности сотрудники органов задержали больше 2000 человек. Во вторник приговоры были вынесены 4 подозреваемым. Иван Подкопоев получил 3 года за распыление перцового баллончика в лицо росгвардейцев. Данила Беглеца посадили на 2 года за то, что он толкнул полицейского. Оба признали свою вину, а Никита Черцов также за нападение на стража порядка арестован на 2 месяца. Кроме того, Следственный комитет снял обвинения с 5 фигурантов дела. Это Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева, Данила Конона и Валерия Костенко. Максимальный срок 5 лет получил Владислав Синица, автор резонансного твита о деталях силовиков. Это блогер, одобривший идею раскрыть личности всех полицейских, участвовавших в подавлении протестов. Об этой и других новостях нам расскажет Юрий Осипов. Юрий, здравствуй. Как считаешь, данная мера пресечения справедлива? Да, Василий, здравствуй. Это самый обсуждаемый приговор активистами и правозащитниками. В своем твиттере Синица написал, что после того, как раскроют личности полицейских, их дети могут, цитата, «не вернуться домой». Тем не менее, он свою вину не признает и утверждает, что никого не призывал к насилию, похищениям и убийствам, а лишь рассуждал. Здравствуйте! Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Нетрезвый водитель за рулем представляет непосредственную угрозу своей жизни и окружающих. Это непреложная истина, но и тут есть разница. Есть водители, которые сели пьяным за руль однажды, а есть те, кто буквально завел такую привычку. Так, по сообщению прокуратуры Якутии, в городе Мирном мужчину осудили к реальному лишению свободы. В ведомстве передают, что подсудимый уже ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичный проступок, но условное наказание не послужило для него уроком, и суд отменил этот приговор и назначил ему год в колонии поселений. Кроме того, после выхода из заключения на протяжении 3 лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Сотовые телефоны очень часто становятся объектами преступлений. Они небольшие и дорогостоящие. Идеальная добыча для преступника. Нередко воры пользуются рассеянностью своих жертв, чтобы украсть гаджет. Одна из жительниц Якутска поведала полицейским, что она пришла в кофейню к своему другу, который работает там бариста. В ожидании друга она задремала, а когда проснулась, то обнаружила пропажу смартфона. По подозрению в краже полицейские задержали 37-летнего безработного мужчину, который уже был ранее судим за подобное преступление. Подозреваемый приметил телефон, который лежал без присмотра. Он незаметно похитил смартфон, а затем покинул помещение. Мужчина сбыл украденный гаджет на запчасти и выручил за них 1000 рублей. Проезжая мимо, не смог устоять перед соблазном. В Якутске мужчина ограбил припаркованный автобус. Проведя расследование, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Ранее судимого 31-летнего уроженца Алданского района. Мужчина, проезжая на своей машине, заметил припаркованный у одного из домов автобус, который привлек его внимание. Отодвинув окно двери со стороны водителя, злоумышленник проник в салон автобуса. Похитив дневную выручку в сумме около 5000 рублей, он покинул салон. Но на этом не остановился. Выйдя из автобуса, он слил 30 литров топлива из бака и скрылся. Он пояснил полицейским, что пошел на преступление, потому что испытывает финансовые трудности. Возможно, суд решит эту проблему, ведь за кражу ему грозит лишение свободы на 2 года на гособеспечении.
Несмотря на то, что сезон охоты на лося еще не открылся, некоторые недобросовестные охотники уже вышли на промысел. Так, во время рейдов полицейские обнаружили на берегу реки Индигирка в Абыйском районе брошенную моторную лодку с разделанной тушей лося, сообщает пресс-служба МВД. Выяснилось, что подозреваемый заранее заметил приближение полицейских и скрылся, говорится в сообщении. Но преступник все же был пойман. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя поселка Белая гора. Он застрелил лося, когда тот переплывал реку. Затем он оставил тушу животного на берегу реки, где и переночевал. По предварительной оценке сумма ущерба, нанесенная особо охраняемой территории, составляет 560 тысяч рублей. Кроме этого, полицейские изъяли у подозреваемого незарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра импортного производства. За незаконную охоту на него завели уголовное дело, также без внимания не оставили и его оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении по этому поводу еще одного уголовного дела. Пожар на нефти- и газоперерабатывающем заводе в Индии унес жизни 4 человек. 3 получили серьезные травмы. Поставки топлива в штате Махараштра и крупнейшем городе региона Мумбаи могут быть нарушены, предупредили источники в компании. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. 4 человека погибли и 3 получили серьезные ранения в результате пожара на нефти- и газоперерабатывающем заводе на окраине Мумбаи, принадлежащем Индийской национальной корпорации ONGC. Как сообщил во вторник представитель компании, возгорание произошло рано утром. Огонь был потушен в течение 2 часов. Предприятие перерабатывает почти половину сырой нефти и 12% природного газа ONGC, сказал высокопоставленный руководитель компании. Завод также является крупным поставщиком коксового газа. Корпорации еще предстоит определить, насколько сказался пожар на возможности перерабатывать и поставлять нефтепродукты. Компания заявила, что в ее приоритете обеспечить газом домохозяйства, но предупредила, что некоторые газовые заправочные станции в районе Мумбаи могут не работать, пока не будет восстановлена подача топлива. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. Василий, благодарю тебя и наших зрителей за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Да, Юрий, спасибо, держи нас в курсе. Я напомню, что о чрезвычайных происшествиях нам рассказал мой коллега Юрий Осипов. А сейчас перенесемся в Южную Якутию. В Нерюнгринском районе продолжает свою работу первый антинаркотический молодежный форум «Вместе против наркотиков». Его организаторами выступили Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям республики, а также Нерюнгринская районная администрация, общероссийская общественная организация «Общее дело». На форуме сейчас находится наш корреспондент с Нерюнгри Екатерина Павлова. Екатерина, какие мероприятия уже прошли в рамках форума и что еще ждет участников? Да, Василий, в Нерюнгре активно проходит форум «Вместе против наркотиков». В нем принимают участие 500 представителей из Нерюнгринского, Алданского и Алекминского районов. Площадки развернулись в Южно-Якутском технологическом колледже и в технопарке. Сегодня прошло торжественное открытие форума, но, несмотря на это, уже в течение 2 дней проходят площадки для молодежи и родителей. За это время проводила семинары Елена Шудря, заместитель председателя Общественной палаты республики Саха-Якутия. Также Елена Шудря имеет 20-летний опыт по социальной работе с населением. Она является тренером в области предупреждения зависимости. По ее словам, много денег тратится именно на лечение таких зависимостей, как наркомания, алкоголизм. А нужно вкладывать больше денег именно в профилактику, работать с молодежью. В этом плане сейчас планируется создание групп наподобие стройотрядов, где сама молодежь будет проводить профилактику зависимости, нарко- и алкогольных зависимостей. Сейчас рядом со мной находится руководитель общественной организации «Добровольцы» Алексей Наумов, который также принимает участие в форуме. Алексей, скажите, пожалуйста, с каким семинаром будете выступать вы и какова основная цель этих мероприятий? Ну вот завтра, в следующий день работы форума, вместе еще с одним модератором Караевой Светланой Викторовной, которая является у нас руководителем, методистом по работе с детскими и общественными организациями в Нерюнгринском районе, мы будем проводить квест-игру, на которой ребята будут делиться на группы, в том числе ребята, которые находятся в различных группах риска, да, и, соответственно, вместе с ними активисты будут формировать небольшие медиапроекты по направлениям здорового образа жизни, в частности. Вообще, надо сказать, что вот работа этого форума, она очень сильно направлена действительно на профилактику, на создать возможность ребятам, подросткам, молодежи на личном примере, ну, скажем так, не дать возможность развить себе отрицательные привычки по употреблению, в частности, да,
поскольку в каждом из нас, в каждом человеке скрыт ген, который отвечает, например, за употребление алкоголя. И чем, скажем так, если он не проснется, будет лучше, поскольку это даст возможность человеку ощутить всю полноту ценности его собственной жизни, развития личности. Вот. И поэтому форум дает возможность как раз ребятам почувствовать себя в качестве волонтеров, которые в дальнейшем могут заниматься наравне со взрослыми различными видами профилактики и прежде всего самим не употреблять алкоголь, наркотики, потому что алкоголь это также является наркотическим средством, достаточно страшным. Это болезнь без обратного хода, поэтому необходимо вести планомерную работу для того, чтобы прежде всего ребята, которые занимаются профилактикой, и их сверстники не употребляли алкоголь, не употребляли наркотики и не курили. Спасибо, Алексей. Также сегодня прибыли спикеры из Москвы, которые будут проводить дальнейшие мероприятия. Мероприятия продолжаются. Это и семинары, и акции, флешмобы. Мы будем держать вас в курсе событий форума. Василий. Да, спасибо, Екатерина. А мы переходим к новостям спорта. Якутские боксеры примут участие в чемпионате Москвы. В весовой категории до 49 килограммов республику представит Борис Сидоров. До 52 килограммов выступит Николай Матвеев, до 57 Михаил Варламов. В соревнованиях в столице страны принимает участие более 250 боксеров. Поединки пройдут в 8 весовых категориях. Московский турнир является одним из этапов отбора спортсменов для участия в чемпионате России. А команда Якутии по масс-рестлингу начала сборы и представит республику на Всероссийских юношеских играх боевых искусств в рамках подготовки к 7-м играм Дети Азии. И к нам присоединяется Андрей Мухоплев. Андрей, расскажи, пожалуйста, подробности, как проходит подготовка наших спортсменов. Приветствую, Василий. Хотелось бы сразу отметить, что наших спортсменов будет тренировать самый титулованный масс-рестлер Якутии Дмитрий Савин. Также добавлю, что впервые Дети Азии игры пройдут не в Якутске, а в столице Монголии, Улан-Батор. А в остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Команда Якутии по масс-рестлингу начала сборы и представит республику на Всероссийских юношеских играх боевых искусств в рамках подготовки к 7-м играм Дети Азии. Тренирует спортсменов один из самых титулованных масс-рестлеров региона Дмитрий Савин. На сборы отправились лучшие масс-рестлеры в своем возрасте. Напомним, 7-е летние спортивные игры Дети Азии пройдут в Монголии с 15 по 25 августа 2020 года. В соревновательную программу наравне с олимпийскими видами включены якутские национальные виды спорта, в том числе и масс-рестлинг. Английский футбольный клуб Вест Бромвич намерен обратиться в Международную федерацию футбола ФИФА с жалобой в адрес испанской Барселоны из-за перехода 16-летнего английского нападающего Луи Барри. В июле Барри отказался продлевать контракт с Вест Бромвичем и перешел в Барселону. Испанский клуб должен заплатить за игрока 235 тысяч фунтов стерлингов, которые установлены правилами ФИФА для клубов, приобретающих молодых игроков. Вест Бромвич намерен обратиться в ФИФА для возмещения компенсации. Луи Барри провел 9 матчей за сборную Англии среди игроков до 16 лет, забив 7 голов. Московский ЦСКА обыграл казанский Акбарс со счетом 3-2 в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе ЦСКА шайбы забросил Иржи Секач и Линден Вэй. У казанцев отличился Владимир Ткачев. Секач забросил первые шайбы за ЦСКА. Ранее он выступал за Акбарс, в составе которого провел 3 сезона, выиграв Кубок Гагарина. В составе армейского клуба 500-й матч в КХЛ провел капитан команды Сергей Андронов. Он вместе с ЦСКА трижды становился обладателем Кубка континента. Акбарс не может обыграть ЦСКА в гостях с 21 октября 2014 года. Тогда встреча закончилась победой казанцев в серии буллетов со счетом 3-2. В следующем матче ЦСКА дома встретится с нижнекамским нефтехимиком 6 сентября, а Акбарс днем ранее в гостях сыграет с финским Йокеритом. Обладатель пояса абсолютного бойцовского чемпионата UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов не имеет проблем с весом перед боем с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов во вторник принял участие в медиамероприятиях. Специалисты UFC провели контрольное взвешивание бойца, и все идет по графику. Бой Нурмагомедова с Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 242.
Женская сборная России по футболу одержала разгромную победу над командой Эстонии со счетом 4-0 в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Встреча прошла в Москве на Сапсан-арене. Дублем отметилась Нелли Коровкина, также голы на счету Марины Федоровой и Алины Мягковой. В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 47 команд, которые разделены на 9 групп. Сборная России выступает в группе А с командами Нидерландов, Косово, Словении, Турции и Эстонии. Россиянки одержали 2 победы в 2 матчах и на данный момент возглавляют турнирную таблицу группы. В следующем матче сборная России 4 октября встретится на выезде с командой Косово. Чемпионат Европы пройдет в Великобритании с 11 по 1 августа 2021 года. Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов. Россиянки 5 раз участвовали в групповой стадии турнира, однако ни разу не сумели выйти из группы. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Василий, у меня на этом все. Тебе слово. С нами был наш спортивный обозреватель Андрей Мухоплев. А теперь переходим к новостям, которые произошли за пределами страны. Обитатели самого северного города мира оказались на передовой борьбы с изменениями климата. Не по своей воле, конечно, и не в качестве солдат-активистов вроде Греты Тунберг. Они вынуждены жить, постоянно сталкиваясь с новыми угрозами, вызванными потеплением и таянием льдов. И горожане отказываются называть их естественными катастрофами. Подробности в репортаже Рейтера рассказывает Никита Конев. Аскетичные северные пейзажи Шпицбергена не менялись веками. Даже когда сюда впервые пришли люди, их маленькие домики растворились на фоне гор и ледников. И так было вплоть до последних десятилетий, когда отдаленный архипелаг оказался на передовой климатических изменений. Море вокруг островов заполнено глыбами льда. Они откалываются от местных ледников, теплая вода нагревает их с одной стороны, и тая, они начинают крутиться на волнах. Процесс нехитрый, и Ким Хольмен из Норвежского полярного института может объяснить его причины. Температура воздуха на Шпицбергене растет. Она увеличилась почти на 10 градусов за последние 30 лет. Океан теплеет. На западном побережье больше нет морского льда во фьордах. Работы других ученых подтверждают слова Хольмена. В феврале вышло исследование, показывающее, что, например, средняя годовая температура увеличилась на 4 градуса. Хольмен уверен, мы теряем и Шпицберген, и Арктику такими, какими привыкли видеть. Это плохие новости в первую очередь для жителей Лонгьира. Город с населением в 2000 человек многие годы носил звание самого северного поселения. С недавних пор к этому титулу добавился еще один, самый быстро нагревающийся. Конечно, климатические изменения – это гонка на длинную дистанцию, и потепление можно почувствовать лишь с течением времени. Вот только оползни и лавины, вызванные им, происходят здесь и сейчас. Для местного священника Ивара Смецрёда экологические проблемы обернулись неожиданным образом. Он всерьез опасается, что вскоре ему придется столкнуться с мертвецами, которые буквально поднимутся из-под земли. Когда вечная мерзлота оттаивает, вещи, которые находятся в земле, как правило, обнажаются. Поэтому мы видим, как на поверхность поднимаются гробы. А следом их снесет оползнем. Кладбище только что одного такого избежало, всего на полметра. Звучит, конечно, не очень угрожающе. Другой вопрос, что неожиданные оползни уничтожают дома и повреждают дороги. А несколько лет назад в результате лавины, сход которой никто не смог предсказать, погибли 2 человека. Местные жители не вступают в дебаты об антропогенном характере климатических изменений. Они просто отказываются называть подобные катастрофы естественными. Многие из них могут рассказать, как лишились своей собственности из-за лавин. Одного из них, Адуна Салта, хозяина бизнеса по прокату собачьих упряжек, мало беспокоят перспективы человечества. Куда больше он переживает за судьбу своих 110 хаски. Люди останавливаются на трассе, чтобы поглазеть на аварию. Также с изменениями климата. Все притормаживают, чтобы увидеть какие-то происшествия, не понимая, что мы сами попали в аварию. И словно в подтверждение его слов, число туристов, приезжающих в Лонгьир, растет. Гости города хотят своими глазами увидеть глобальное потепление.
Между тем, в Пхеньяне проходит выставка технологических достижений КНДР. Она открылась в Северной Корее в понедельник. По данным Центрального телеграфного агентства КНДР, на мероприятии в здании Международного дома кино в Пхеньяне привезли оборудование с технологией искусственного интеллекта, роботов и дронов. Более 50 китайских компаний продемонстрировали различные хай-тек изобретения, включая оборудование с искусственным интеллектом, электронику и осветительные приборы. Ресторан в ЮАР продает деликатесы из насекомых. Но прежде чем их отведать, насекомых нужно сначала добыть самому. Рассказывает Анастасия Дмитриева. Этот ресторан в Кейптауне превращает в еду червей, мух и жуков. Insect Experience считается первым заведением в Южной Африке, где все меню готовят из насекомых. Детище шеф-повара Марио Барнардо открыло двери в июле в модном пригороде столицы ЮАР Вудстоке. Основатель утверждает, что его концепция не просто пиар-уловка. По мере роста населения планеты сельскохозяйственных земель становится все меньше. При этом нужны небольшие площади и очень мало воды, чтобы вырастить много насекомых. На ужин в ресторане Insect Experience можно заказать поленту из червей, рагу и жареных гусениц с томатным соусом или равиоли из мух с орехами и перцем чили. Любители чего-то нового могут попросить целую миску насекомых, например, личинок пищевой моли или сушеных червей. Продукты, которыми мы сегодня питаемся, содержат слишком много химикатов и вредных веществ, так что убивают наш организм. А это естественная пища, поэтому я думаю, это хорошо, да. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире существует почти 2000 съедобных видов насекомых. Ученые отмечают, что беспозвоночные выделяют меньше парниковых газов и аммиака, чем крупный рогатый скот или свиньи, а пища из них является экологичной, дешевой, богатой белком, клетчаткой и минералами. Это были мировые новости, самые заметные события, которые произошли за пределами страны. Вернемся к нашему региону. Между тем, якутяне пытаются запасти необходимое количество грибов. Но многие забывают об элементарных правилах безопасности. Как не потеряться в тайге и что делать, если все же тихая охота завела в непроходимые чащи. Большинство находятся быстро, но есть и менее оптимистичные примеры. Как не пополнить печальную статистику, расскажет моя коллега Саргалана Захарова. Саргалана, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Василий. Ну, если говорить о печальной статистике, то, как сообщает служба спасения, с начала этого года в якутской тайге уже успели потеряться 38 человек. Из них, слава богу, 30 человек уже нашли, а 8 все еще продолжают искать. И, как вы сказали, как не пополнить эту печальную статистику, нам сегодня расскажет сотрудник службы спасения, спасатель 2 класса Валерий Андросов. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот о чем нужно помнить любителям сбора грибов, ягод или просто дикой природы перед тем, как уйти в лес? Здравствуйте. Сначала, перед тем, как идти в лес, будь то за грибами, просто в поход, надо изучить местность. В какую местность идти, хорошенько подготовиться, иметь с собой все необходимые, от фонарика, спички, всегда держать телефоны в полной зарядке. Если есть возможность, пауэрбанки тоже для таких гаджетов, как телефон, GPS. И самое главное, изучить местность. Это сейчас доступно каждому, наверное. Вот так. Это говоря о краткосрочном пребывании в лесу, это когда ты идешь за дикоросами. А что, если собираются какие-то группы на долгий срок выезжать? Например, у нас любят в Южную Якутию за голубикой ездить с ночевкой из других районов. Что нужно помнить в этом случае? В этом случае подготовка должна быть еще более тщательной. В такие походы идут обычно большими группами, хотя бы группе из 3-4 человек, самый минимум. И там в группах обычно бывают проводники, те, кто изначально этот поход задумывает. Он берет на себя ответственность по изучению этой местности и должен обязательно дать всем знать, в какую местность идем, где главные ориентиры. Должен все это, он несет за это ответственность. И подготовка более тщательная.
начиная от рюкзаков, фонариков, ну, первой необходимости. Если у кого-то там хронические заболевания, свои лекарственные средства, ну и должна быть обязательно групповая аптечка. И сейчас у всех, наверное, практически у всех есть смартфоны. В них есть очень хорошая программа советской военной карты. Но все охотники, рыболовы, туристы на самом деле уже давным-давно этой программой пользуются. Но простым любителям, ну, за сбором дикоросов, которые им нужно обязательно эту программу скачивать. Есть бесплатная версия. Она даже в офлайн режиме, даже если связи нету, он с помощью спутника все показывает ваше местонахождение. Там до 20 точек можно отмечать. Например, заехали в лес, оставили машину, поставили лагерь, там же можно точку забить. Это очень простая программа. Если за 30 минут любой человек сейчас, даже ребенок может с этой программой и изучить ее. И с помощью нее можно отметить точку, где и в любом направлении смело можно идти. Главное, чтобы контролировать заряд данного гаджета. Ну вот еще говорят о том, что нужно одеваться как-то ярко, чтобы было видно вас издалека. Вот что об этом можете сказать? Ну, это в первоначальную подготовку подходит. Надо как минимум погодные условия хорошенько изучить, прогноз, и одеваться по погоде. Если дождь намечается, то дождевики. И в одежде самое главное старайтесь яркую одежду одевать, потому что даже если это охота, для собственной безопасности, можно так сказать. И чтобы друг друга издалека замечать, и не дай бог, если пропадете, искать намного легче в яркой одежде тем, кто в камуфляже. А что делать, если все-таки случилось так, и человек потерялся? Как он должен себя вести? Сидеть на одном месте и ждать помощи? Или все-таки выбирать какое-то направление и искать выход из этой ситуации? Тут самое главное правило номер 1, которое не стоит нарушать, и которое, если даже ты пропал, с тобой ничего не случится, если ты переборешь свой страх. Надо подавить свою панику. У каждого человека, в результате потери ориентации в местности, у каждого человека практически появляется паника. Она может заключаться побыстрее выйти к машине или к людям. Из-за этого люди слишком беготней занимаются. Самое первое, если ты подавишь панику, ты даже можешь спокойно зрительной памятью выйти. Вот вы мне показывали технику, которая уже разработалась у вас за годы работы в службе спасения. Можете ее показать нашим зрителям? Например, если у меня гаджет сел, я должен самостоятельно выбираться. Или ждать помощи. Но в любом случае помощь придет. Надо эту панику подавить. Чтобы это сделать, например, если я понял, что потерялся в данной местности, и с помощью подручных средств, например, на этом местности должен соорудить или шалаш, или что-то, например, его мхом обложить, там ветками, и это будет место, где я потерялся. Это мы называем памятник тому, что я потерялся. Далее, если у тебя есть возможность, например, палку берем, если думаешь, что машина у меня в том направлении или в том направлении дорога. И по своей версии я иду в том направлении. И самое главное, от своего памятника, где я потерялся, должен оставлять следы. Например, так. Если почва позволяет, или всякими подручными средствами я так. Это чисто для себя. Такие метки ставлю и дальше иду. Дальше шел и в том направлении веточку или что-то оставляю такие и иду дальше. Даже если я так сломаю его,
вот по слому уже человек даже сам определит. Ну, его солнце еще не съело. И дальше, если почва позволяет, можно вот так, той же палочкой, типа стрелки. Это, получается, показываете направление, с какой стороны вы шли и куда шли. Ага. И это, ну, заблудившемуся, как говорится, метод самоспасения. И когда я это делаю, я сам уже успокаиваюсь, я уже начинаю сам себя вытаскивать из данного положения. Ну вот дальше идем. И получилось так, что вот я уже прошел где-то километр. И я понял, что я пошел в неправильном направлении. Хорошо, и здесь я разворачиваюсь, ставлю какой-нибудь крестик. И вот по своим меткам у меня есть возможность исправиться. Получается, вернуться на изначальную точку. Вернуться на изначальную точку. И тем самым у меня уже, я в данной местности уже сориентировался. Получается, я уже как сам переоткрыватель. Я знаю в том направлении, что есть, на что-то я на гарь там наткнулся. И возвращаясь в то место, где я потерялся к своему памятнику, я могу вторую версию чисто для себя. Например, вообще в другом направлении. И таким образом у меня есть возможность перемотки, получается. Получается, без этого метода люди в попыхах бегают и еще больше усугубляют свое положение и могут вообще с того места, где они потерялись, вообще далеко уйти. Ну вот, и получается, еще и для спасателя это тоже работает как наводка. Да. И самое главное, каждый человек должен знать, где он, что его обязательно будут искать. И получается, вот в данной местности, если человек потерялся, ну, можно сюда пододвинуться, да? Вот в этой точке, данной точке человек потерялся. Те, кто его говорит, или есть информация, что он в данную местность пошел за грибами, например, в одиночку, и до сих пор не вернулся. И по первоначальному источнику, что он здесь находится, мы даже просто, придя сюда, можем обнаружить вот его данные метки. Все специалисты подготовлены. Там же уже будет ясно, что это не дикий зверь, не лошади, таких следов-то не оставит. Вот человек специально вот так сделал, свою метку оставил. Или вот здесь вот, например, стрелочку нарисовал на грунте. По этим следам, даже если человек там 3-4 дня ходил, можно запросто с нашей техникой, с квадроциклами, с вездеходами, мотоциклами, можно за 2 часа его догнать. И тем самым он сам себе помогает, чтобы его быстро нашли. И также вот, если вы вышли на открытую местность, должны оставить метки. Ага. Можно там костер разжечь, можно крестики из березок поставить, чтобы сверху с вертолета тоже можно было увидеть, что это его сигналы. А у вас же, насколько я знаю, еще есть свои разработки службы спасения Якутии по поиску людей, которые уже не раз были задействованы, и на самом деле они работают и помогают находить людей. Ага, ну, к этой теме, если подойти, поиски ведутся наземными путями и воздушными путями. И получается, если человек потерялся, ну там довольно-таки сложная есть математика расчета поиска человека. За это время, сколько он может пройти, мы его берем в оклад и используем разработанный в нашей службе маяки. Этот маяк представляет собой, ну, трубу такую, и у него большой камазовский гудок. И такими мы их как бы в круг в облаву берем. И если человек все равно, если потерялся, пошел по направлению звука и натыкается вот на такой маяк. А там в маяке его имя, отчество, мы вот тебя ищем, и он должен там, ну, инструкция там есть. Может быть прикреплена на рации, может просто там кнопочка, нажмите кнопочку, и маяк сам оповещение даст главному штабу. А по вашему опыту это насколько действенно использование таких маяков? Ну, порядком уже много человек такими маяками мы нашли. Если это позволяет
ну, если быстрая информация до нас доходит. Но если человек за границы наших расчетов ушел, ну, там тоже получается это беспилотными летательными аппаратами уже в ночное время можно найти. Если, ну, они так-то шумят. Если человек услышал, что над ним какой-то аппарат пролетел, ну, маленькое жужжание, маленькое, все равно человеческое ухо его слышит, и он старается этот сигнал тоже подавать, или зажигалку, или спичку, потому что резкий тепловизор, он на человеческое тепло работает, реагирует, и показывает все термоточки. И если сложность работы вот в ночное время с помощью БПЛА, там диких зверей тоже, как человек термоточку показывает. А если человек зажигалкой или спичкой еще отдельное тепло выработает, то это уже точно будет, что человек и помощь намного быстрее придет. Спасибо. А у нас, мне тут сообщают, что есть вопросы в студии. Василий, я вас слушаю. Да, Сарглана, уточни, пожалуйста, у Виталия, а если все люди начнут пользоваться этой техникой по чертежу своих координатов на Земле, то как тогда в таком многообразии чертежей сотрудники будут разбираться, кто куда пошел и кто где потерялся? Здесь прозвучал такой вопрос от ведущего. Скажите, пожалуйста, вот если рисовать вот такое вот многообразие чертежей здесь на Земле, вот эти вот указатели, не могут ли они запутать спасателей вот при их работе, если это будут оставлять много людей? Спасатель работает не один, работает целая команда. Могут по одной дорожке кинологи пройтись, по другой дороге 2 следопыта пройтись. Мы все такие отрабатываем, все, потому что это очень большой плюс на самом деле. Потому что потерявшиеся очень мало людей оставляют метки. Лучше искать по меткам, чем без нее. Еще хотелось бы сказать, сейчас даже если сотовой связи нету, можно дозвониться до единого номера 112, звонок спасения. Вот сейчас, буквально только полгода тому назад, такое новшество в 112 пришло, что если ты звонишь 112, спокойно говоришь, где ты потерялся, как ты потерялся, и просишь, чтобы запеленговали твой номер. И получается, откуда звонок исходит, они пеленгуют твой номер, откуда приходит номер, и получается эллипс. Максимально где-то 3,5 километра. И вот эти координаты быстро нам доводят. И получается, ты, если дозвонился, никуда не уходи. Хорошо, спасибо большое, Валерий. А я напомню, что это был сотрудник службы спасения Якутии Валерий Андросов. Ну и как можно сделать итог, что самое главное — это быть заметным, оставаться заметным и, конечно же, беречь батарейку на своем гаджете, ведь он может стать настоящим спасением для любителей дикой природы. У меня на этом все. Василий. Саргалана, спасибо за информацию, которую вы сейчас рассказали. Более чем уверен, что она будет полезна всем, кто решит отправиться в лес. И в завершении о погоде, которая в эти часы установилась в крупных городах Якутии. Итак, начнем с Алдана. Сейчас там плюс 16, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду и переменная облачность. В Ленске же облачно, ветер 3 метра в секунду и всего плюс 12 градусов тепла. В соседнем городе Мирном ситуация не намного лучше, также облачно, ветер 3 метра в секунду и уже всего лишь 11 градусов со знаком плюс. А в столице Южной Якутии Нерюнгри в эти минуты плюс 12 по Цельсию, безветренно, по информации синоптиков, солнце не будет наблюдаться в течение дня. И в Якутске сейчас плюс 13 градусов, ветер слабый 2 метра в секунду, облачная погода и местами в некоторых районах периодами идет небольшой дождь. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в следующих эфирах новостей.